Доброе утро, дорогая республика. 7:00 на часах. Канал Телекутия 24 НВК приветствует всех, кто сейчас находится по ту сторону экрана. Это «Утро Якутии». В прямом эфире работаем сегодня для вас мы, Дарья Анкехова и Павел Танин. И, Паша, передаю тебе слово. Да, хотелось бы мне сказать, какой сегодня календарный день, но я поменял циферблат на часах, и там не показывает число, по-моему, 22 сентября. Все верно. Мы начинаем новую рабочую неделю вместе с вами. И напоминаем, что «Утро Якутии» — это одна из самых прекрасных, добрых утренних передач, которые можно смотреть всей семьей. Да, и поэтому мы призываем вас это делать, потому что, ритм жизни, он же такой, мы с семьей можем редко видеться вот так полноценно, сесть все вместе. А мы дарим вам этот почти что час с 7 утра до 8 утра. Собирайтесь на свой наступивший день, готовьтесь к нему и так далее. Все вместе это делайте. И сближайтесь, самое главное. Поэтому несем флаг не только добрый, но и семейный, уютный. Ну а если вдруг вы пропустили что-то из нашего эфира, вы всегда можете посмотреть, пересмотреть наши рубрики, возможно, задать свои вопросы, либо просто узнать о каких-то приятных новостях на нашем телеграм-канале. Если вы вдруг еще не знаете его, то QR-код вы видите сейчас на экране, его нужно отсканировать и добавиться в нашу утреннюю группу. Вот прям вот. Сканируем, подписываемся, все будет классно. Ну а что, минувшие выходные знаменовались тем, что Якутск у нас погрузился в снежный плен. Давайте узнаем, чего ожидать от сегодняшнего дня. Подтает ли что-то или будем уже все в полноценных морозах жить. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 3 градуса. В заречной группе 1,0. В южных районах от 1 до плюс 3. В Вилюйской группе минус 4, в Нижнеленских минус 5. В западных районах 3,2 ниже 0. В Колыму-Дигирской группе улусов от минус 3 до плюс 2. В Янских районах 10 градусов мороза. На северо-западе минус 6. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 2 градуса. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер 4-5 метров в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. На дорогах гололед. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Порывы будут достигать 8-13 метров. Температура воздуха ожидается до плюс 3 градусов. В целом днем может потеплеть, и вся вот эта история на дорогах в виде гололедицы, она может подтаять. Ну а в целом совет практически, помимо прогнозов синоптиков, с утра, если вы еще не переобули свой автомобиль, советую вам воздержаться, наверное, от поездок на машине в утреннее время, потому что, откровенный лед на дорогах, поэтому на летней резине лучше не рисковать и посвятить этот день пешим прогулкам или поездке на общественном транспорте. Ну и опять же, если вы вдруг пешеход, также нужно быть очень аккуратнее и особенно, я думаю, важно заботиться о наших детишках, потому что для них это все очень весело и задорно, но от травм никто не застрахован, поэтому берегите себя. Тем более, что время гололедицы – это самый травмоопасный сезон. Сколько раз мы разговаривали об этом с травматологами. Ну и сейчас давайте же узнаем, какие новости произошли на территории республики и за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Расскажем о самых заметных событиях к этому часу. Индексация зарплат на 7,6% с 1 октября текущего года коснется военнослужащих и сотрудников других силовых структур, а также несколько категорий бюджетников. Так, индексация направлена на повышение окладов в первую очередь военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, служащих учреждений и органов уголовно-исполнительной системы. Пенсионерам силовых ведомств будут повышены пенсии. Кроме того, повышение зарплат коснется также и работников федеральных казенных бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государственных органов. Законопроект, позволяющий присваивать статус ветерана боевых действий, участвовавшим в СВО в составе штурмовых подразделений не по контракту, а по соглашению с Минобороны, одобрен Комитетом Госдумы по труду и социальной политике. С началом СВО основная часть отправившихся защищать страну заключила контракт с Минобороны, с Министерством обороны. Но были и те, кто заключали с ведомством лишь соглашение. И если первые, безусловно, получали статус ветерана, то вторые этого были лишены. Законопроект
Проект об уравнивании всех участников СВО в правах был разработан Кабмином и внесен в Госдуму 28 августа текущего года. В России с 1 марта следующего года усилит контроль за ненадежными управляющими компаниями. При этом плановые проверки управляющих компаний, не причисленных к высокой группе риска, наоборот, прекратят. Управляющие же компании категории высокого риска ждет увеличение частоты проверок с 1 раза в 3 года до 1 раза в 2 года. Также возможен будет один обязательный профилактический визит раз в год. Контроль будет цифровизирован. Проверяющие инспекторы получат право проводить проверки и профилактические визиты дистанционно с использованием видеоконференц-связи. В Госдуме предложили запретить шестидневку в школах и домашние задания на выходные. Суббота должна быть полностью свободным днем у школьников, чтобы они могли проводить время в кругу семьи. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Палата парламента разработает предложение по изменению подходов к домашнему заданию. Во Владивостоке впервые проходит фестиваль семьи «Крепкая семья, крепкая Россия», приуроченный ко Дню многодетной семьи. Праздник собрал сотни граждан и гостей со всего Приморья. На большой сцене прозвучит яркая концертная программа, а вокруг целый калейдоскоп активностей. Конкурсы и подарки, творческие мастер-классы, семейные квесты, занятия йогой и уроки здорового образа жизни. Кульминацией праздника стало шествие семей по центральной набережной Владивостока. Мы проводим семейные мастер-классы. У нас проект «Дети глубинки». Мы ездим по отдаленным селам Приморского края. Татьяна Геннадьевна, как психолог, как мастер-классы проводит. И объединяем деток, родителей по селам. Очень важно проводить такие мероприятия, чтобы семьи объединяли, чтобы семьи знакомились, общались и передавали друг другу опыт. И несли это в семьи. Ведь дети – это наша производная. Все, что мы в них закладываем с детства, так они идут по жизни. И очень же здорово, когда всей семьей, когда много семей объединяется и несут доброе и хорошее. В сети «Синема-парки Формула кино» пройдет первый фестиваль якутского кино. Показы состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Сочи и Тюмени. Так, с 21 по 27 сентября состоится первый фестиваль якутского кино в рамках программы «Саха-Синема». Фестиваль приурочен ко Дню государственности республики. Гостей ждет программа с якутской экспозицией, фотозоной, шоу «Строганины», национальными играми и выступлениями. Покажут такие картины, как «Не храните меня без Ивана», Диодорова против течения, там, где танцуют стерхи, Алдан и «Надо мной солнце не садится». А в современном мире, где каждый день приносит новые вызовы и стрессы, забота о здоровье выходит на первый план. Но как быть уверенным, что организм работает как часы, если никаких тревожных симптомов пока не наблюдается? Ответ прост. Диспансеризация. Диспансеризация – это не просто медицинский осмотр, а комплексный подход к сохранению здоровья, который помогает выявить заболевания на самых ранних стадиях, когда они еще не проявляют себя симптомами. Сегодня о важности этого мероприятия мы поговорим с Ульяной Портнягиной, главным внештатным терапевтом Минздрава Якутии, преподавателем медицинского института. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот какова основная цель диспансеризации, как, в принципе, профилактические мероприятия в здравоохранении в целом? Цель проводимых профилактических мероприятий – это, конечно же, сохранение здоровья нашего населения, это увеличение продолжительной, активной жизни, что является основным направлением в работе нашего здравоохранения. Мы знаем, что профилактика – это единственный метод предупредить хроническое заболевание, а раннее выявление заболевания – это уже основной инструмент в лечении с такими заболеваниями, как сердце, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями органов системы дыхания. Ну а чем же все-таки диспансеризация отличается от периодических медицинских осмотров, которые можно пройти в любое другое время? Ведь многие так и думают, наверное, ходили же раньше, захотела, прошла там какие-то условные анализы, сдала и спокойно сидишь. Периодический медицинский осмотр, он проводится по направлению работодателя, или при поступлении в вузы, колледжи, То есть это периодический такой медицинский осмотр, чтобы проверить динамику состояния здоровья работника, сотрудника. И он проводится с по определенной схеме раз в год, чтобы выявить возможные профзаболевания или профпригодность. И обычно периодический медицинский осмотр
он оплачивается работодателем или самим сотрудником. А профилактические медицинские осмотры – это уже базовый комплекс мероприятий на раннее выявление факторов риска заболеваний и самих заболеваний. Он проводится с 18 лет ежегодно. И мы говорим уже диспансеризация, это, как правильно вы сказали и отметили, это широкий комплекс медицинского осмотра, который состоит из двух этапов. Это профилактический медицинский осмотр и сама диспансеризация, которая включает скрининговые методы обследования согласно возраста, пола на раннее выявление онкологических заболеваний, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. То есть разница вот такая ощутимая здесь мы видим. А какие показатели вообще профилактических мероприятий за текущий год? За текущий период 2025 года у нас в республике прошли диспансеризацию около 247 тысяч населения. Из них 80 тысяч, да, это старше трудоспособного возраста. И мы видим, что из такого большого количества прошедших диспансеризацию у 186 тысяч обнаружены те или иные факторы риска, такие как, например, низкая физическая активность, да, нерациональное питание, курение, избыточная масса тела, ожирение. То есть вот эти факторы риска, они выявляются, они указываются и должна вестись профилактическая работа. Ну и, конечно же, мы говорим о раннем выявлении заболеваний. На первом месте это выявляются сердечно-сосудистые заболевания. На втором это сахарный диабет, органы дыхания заболевания и, конечно же, онкологические заболевания. Ну а появились ли какие-то новые направления диспансеризации? С 2024 года в процесс диспансеризации введено исследование на вирус гепатита С. Да, то есть с 18 лет, один раз в 10 лет мы сдаем анализ для выявления этого грозного заболевания. И на втором этапе диспансеризации уже введен определение гликированного гемоглобина для подтверждения наличия у пациента сахарного диабета. Ну и еще новинка такая с 2025 года при наличии патологических, можно сказать, факторов риска. То есть эти пациенты, да, или граждане направляются в наши центры здоровья, которые есть во всех городах, для углубленного профилактического консультирования и до обследования. Ну а как попасть на диспансеризацию, то есть где записаться, куда приходить? Записаться просто. Это можно через кабинет госуслуг, можно позвонить в единый центр 122 Минздрава или непосредственно колл-центр поликлиники, или подойти в поликлинику, врачебную амбулаторию по месту прикрепления и там записаться. Еще хочется отметить, что для удобства работающего населения диспансеризация проводится в вечернее время и в субботу до обеда. То есть лучше не медлить, а сделать это прямо сейчас, да? Ну да, в ближайшее свободное возможное время, да. Спасибо большое за подробную информацию. Конечно, как вы уже сказали о том, что все-таки диспансеризация, она не просто необходима, она важна, да, для того, чтобы все-таки предупредить либо выявить заболевание на ранних стадиях. Поэтому об этом нужно знать, об этом нужно помнить. Ну а самое главное, нужно записываться на диспансеризацию, приходите и проходите ее. Спасибо большое. Мы желаем вам хорошего, продуктивного дня. Спасибо. Ну а современный ритм жизни в городских условиях, как вот, кстати, было отмечено, да, один из факторов риска связан с малоподвижным образом жизни. Отсюда возникают многие проблемы со здоровьем, которые раньше были характерны только для пожилого возраста. Утренняя зарядка улучшит метаболизм, поможет зарядиться вам энергией, но организм привыкнет к умеренной физической нагрузке, и человек будет бодрым и активным весь день. Получить запас энергии и активизировать собственные силы поможет наша зарядка, а в долгосрочной перспективе такая полезная привычка обеспечит вам крепкое здоровье. Всем доброго утра! Сегодня наша зарядка будет посвящена нашей осанке, чтобы мы стояли ровно, красиво. Для этого нам понадобится сегодня ремень, фитнес-ремень. Но если у вас фитнес-резинка, фитнес-ремень, если у вас под рукой такого нету, то подойдет, допустим, пояс от халата, либо какой-нибудь тканевый ремень. Первый у нас комплекс. Мы держимся за края ремня,
где-то шире, чем ширина наших плеч. Немного растягиваем резинку. И на вдохе мы тянем руки назад и грудь толкаем вперед. Это у нас вдох. И с выдохом подбородок чуть-чуть груди, руки вперед. И прямо лопатками толкаемся назад. Это выдох. И снова вдох. Резинку все время тянем. Грудь вперед, руки назад. И выдох, подбородок к груди, руки вытянули вперед и скруглились в грудном. Делаем это упражнение 5-6 раз, все время натягивая резинку. Следующее положение исходное такое же, руки вытянули вверх, растягиваем резинку. Здесь мы делаем вдох и с выдохом уходим в наклон вправо, таз у нас остается, левая верхняя рука у нас прямая, и мы ее прямо тянем вниз, хорошо вытягивая бок. На вдохе вверх и с выдохом тянем в другую сторону. И снова вдох вверх и с выдохом. В конце, когда мы сделали 5-6 повторений, мы здесь в конце остаемся немного, держим статику 5-6 секунд. Возвращаем руки наверх, опускаем руки. Тут плечи могут затекать, поэтому между упражнениями плечи оттягиваем по 2 раза назад и 2 раза вперед. Растягиваем снова резинку и начинаем просто тянуть руки назад, пытаемся свести лопатки. Здесь мы делаем вдох и с выдохом тянем руки назад, выдох, раз, и поясницу держим. Мышцы живота у нас активны, 2. Так мы делаем 7-8 повторений, и в конце мы тоже держим статику. Возвращаем руки наверх и опускаем руки вниз. И снова между упражнениями не забываем оттягивать плечи. Следующее у нас такой же широкий захват. Захватываемся широко. Растянули резинку, сделали вдох и на выдохе уводим корпус влево, левую руку сгибаем, правая рука у нас остается прямой, и мы пытаемся левый локоть потянуть максимально вниз на выдохе. На вдохе мы возвращаемся в центр и уже согнули правую руку, левая рука осталась прямой и тянем правый локоть вниз, на вдохе вверх, и все время натягиваем резинку, делаем 5-6 повторений, и в конце мы держим обязательно статику 6 секунд. Вернулись наверх, опустили руки вниз. Рука у нас назад, большой палец правой руки внизу, большой палец левой руки наверху. Тут мы стоим, как будто бы это у нас прямоугольник. Мы должны сейчас найти ту длину, при которой мы на выдохе выпрямляем руки назад. Если нам сложно, мы делаем захват пошире. Если легко, мы делаем захват поуже. При этом у нас мышцы живота работают. Поясницу мы в прогиб не уводим. Сделали здесь вдох. И с выдохом выпрямляем руки назад. Раз. Вдох, расслабили. Выдох. 2. Делаем 7-8 повторений. В конце держим статику. И потом мы меняем сторону. То есть левая рука и правая рука внизу. Так мы завершили наш комплекс на красивую осанку. И теперь с гордо поднятой головой идем покорять этот мир. Всем пока! Ну, вот ты знаешь, зарядка – это, конечно, вещь очень полезная, никто об этом не спорит, но иногда люди совершают какие-то невероятные поступки, задействуя свое тело, и вот об одном из них мы сейчас поговорим. Да, невероятное достижение совершила жительница Новой Зеландии Габриэль Уолл. Она установила мировой рекорд, пробежав 100-метровую дистанцию по кубикам лего всего за 24 секунды 75 сотых. Подготовка к рекорду заняла у нее 2 месяца. Даже специально она ходила босиком, чтобы нарастить мозоли и укрепить стопы. И даже на свадьбе она появилась без обуви, готовясь к своему необычному испытанию. Уникальная дорожка была создана благодаря некоммерческой организации. Они предоставили тысячи кубиков лего, которые обычно используются для обучения детей и робототехники. Испытание оказалось не из легких. Во время забега Габриэль пришлось наступать на пластиковые детали множество раз. Чтобы скрыть слезы от боли, спортсменка надела солнцезащитные очки. Ну, она, кстати, планирует установить новый рекорд, но теперь в категории сборки конструкции из лего. И вот, кстати, знаете, что недавно вообще врачи обнаружили мужчину, который 20 лет прожил с деталью лего в ухе, даже не подозревая об этом. Поэтому вот такие удивительные истории связаны с этими знаменитыми кубиками. Ну а что? Ну, бежит, да. Вот.
Нет, ты знаешь, вот смотришь на это, да, вроде бы как-то кажется, да что там сложного, да? Я на подобное, когда смотрю, у меня один всегда вопрос в голове, чтобы что? Вот Зачем? Для чего? Если я еще могу как-то вот понимать, сейчас, допустим, массовый фанатизм от бега, я его понимаю еще. Ну, не очень как бы сам себя в этом вижу, но понимаю. Но вот то, что мы сейчас увидели, чтобы что? Ну, что-то для себя доказать, показать, поставить цель, добиться результата, возможно, именно это. Но если вспоминать свою практику, да, ну вот когда-то у всех, наверное, были по дому разбросаны эти кубики лего. Ну, кстати, Наступить да. на одну деталь Вот уже больно. Практически, вот ты, да, подсказала, практическая польза все-таки в этом есть. И вот, ну, видимо, свадьба, я так понимаю, это ее свадьба была, о которой мы сейчас говорили. То есть предстоит ей еще стать родителем. А вот этот навык бегания по лего ей очень-очень пригодится. Да. Продолжаем тему спорта. В эту субботу, 20 сентября, Якутск станет частью масштабного спортивного события всероссийского забега «Кросс наций». Территория острова Малый Хатыстах превратится в настоящую арену спортивных достижений. Да, и принять участие в забеге может каждый житель нашей страны. Организаторы подготовили две основные возрастные категории. Это юноши и девушки 2008-2010 годов рождения и мужчины и женщины 2007 года рождения и старше. Особые категории участников включают сильнейших спортсменов, руководителей и людей с ограниченными возможностями здоровья. И каждый найдет свою дистанцию и возможность проявить себя. А знаете ли вы, что традиция бега имеет древние корни? История марафонского бега уходит вглубь веков. По легенде, древнегреческий воин впервые пробежал без остановок 42 километра 195 метров от марафона до Афин. С вестью о победе афинян в решающей битве и упал замертво. Случилось это в 490 году до нашей эры, ну а современные легкоатлеты пробегают уже ультрамарафоны. Вот, кстати говоря, про марафоны, вот эту легенду про бега до Афин, я до сих пор не знаю, а за сколько времени тогда он пробежал эти 42 километра. Надо, кстати, заинтересоваться этим вопросом. Поинтересуйся, но не забывая об итоге. Все-таки как закончилась его вот эта пробежка. Не очень приятно. Ну а наши спортсмены, я думаю... Ну тогда такой подготовки не было, он же Да. просто с ничего такой бац и побежал. А сейчас люди готовятся к этому. Ну а как развивается движение марафонцев в Якутске, узнавал наш корреспондент. Забеги на разные дистанции в Якутске проходят еженедельно с участием 2000 спортсменов. Совсем недавно в таких соревнованиях принимали участие максимум 300 человек. По всей России и по всему миру бег очень популярен стал. Да? И мы тоже, жители города Якутска, жители республики, не отстаем от этой моды. Работаем, занимаемся бегом. И, я думаю, что через 2-3 года мы уже по 5000, наверное, соберем на наших забегах. В детстве Татьяна была обычной девочкой. В школе, студенчестве про большой спорт даже не помышляла. Мечтала о карьере архитектора и сегодня работает в крупной строительной компании. Постоянные стрессы на работе привели к лишнему весу. 3,5 года назад я пришла на групповые тренировки к Роману Савину. На тот момент я весила 80 килограмм. Пришла просто с целью сбросить лишний вес. И бег меня настолько затянул и полюбился мне, что я сбросила за год 20 килограмм и начала улучшать свои результаты в беге. И год назад, в октябре, я пробежала московский марафон по нормативу кандидата в мастера спорта за 2 часа 55 минут. А уже в этом году Татьяна стала участницей игр Манчары в нескольких дисциплинах, показала 5-й результат, а в первенстве России в марафоне заняла 2-е место. Это, во-первых, у меня улучшилось здоровье, как физическое, так и психологическое, более устойчиво стало. Иммунитет стал гораздо крепче. Настроение хорошее всегда. Несмотря даже на тяжелые тренировки, я в течение дня гораздо бодрее себя ощущаю, чем тогда, в то время, когда я не бегала. И вообще бег – это не только про спортивные какие-то награды и достижения, это также, думаю, про людей, которые вместе со мной тренируются, вместе бегают. Это всегда про взаимоподдержку, взаимовыручку и теплые взаимоотношения друг с другом. Бег очень похож на темп жизни. То есть с расстановкой, с подготовкой, не спеша бегаешь, думаешь. И скажу, что решение на многие-многие вопросы, даже проблемы я находил во время бега.
То есть тренировочный этап, когда часами бегаешь, спокойно думаешь, принимаешь решения и исполняешь. Макаровы решили бежать сначала от недуга всей семьей в разгар пандемии COVID-19. Сами разработали режим тренировок, потом втянулись. За плечами уже несколько марафонов. В интернете мы смотрели видео, как бегать, инструкции, люди как бегают, что рекомендуют. Вот поэтому и для себя выбрали самое такое подходящее. Ну и, как уже сказала, у меня супруг самый главный тренер мой. За 5 лет у супругов Макаровых как будто выросли новые легкие. Это результат нескольких тренировок в неделю. А вот как начать свои первые забеги правильно? Думаю, что после больших операций, наверное, нельзя. Но все равно, если вот люди, которые в коляске переносят, их же все равно учат, чтобы он ходил. Поэтому я думаю, что если человек пришел заниматься за своим здоровьем следить, его надо, чтобы он все равно постоянно должен быть под наблюдением врачей. А тренер, как ЛФК, ему должен правильные нагрузку дать, не переборщить, главное. В основном, сейчас народ приходит в последнее время за результат, за выполнением норматива. Любителей бега в Якутске, да и в регионе, с каждым годом становится все больше. И вот почему. Люди наблюдают друг за другом по соцсетям и в реальной жизни, и запускается цепная реакция вот этой вот позитивной атмосферы, праздника и хорошего настроения, и все тянутся к этому. Юлия Михайлова, Виктор Дьячковский, Артумен Наговицын. Утро Якутии. На календаре 22 сентября, и сегодня отмечается один из самых необычных праздников – День раскрашивания серости. Он появился в ответ на атмосферу осенних дней, когда пасмурное небо, туманы и дождливая погода навевает тоску. Да, пусть психологи считают, что серый цвет символизирует замкнутость и усталость, но этот оттенок можно превратить в фон для творчества. В этот день люди берут кисти, карандаши, краски и создают яркие рисунки, украшают улицы. Граффити составляют цветочные композиции, делают световые инсталляции. Вообще отличная идея для семейного вечера. А вот чем еще отмечен этот день в календаре, мы узнаем далее. На календаре 22 сентября. Сегодня день осеннего равноденствия, Всемирный день без автомобиля и Всемирный день защиты слонов. По народному календарю Аким и Анна. День назвали еще днем рожениц. Оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день поздравляли молодых матерей, а также чествовали повивальных бабок. Для этого пекли пироги, варили кашу и звали женщин на пир. А жены, которые еще не смогли завести детей, молились Акиму и Анне о зачатии. Этот день в истории. 1784. Основано первое русское поселение на Аляске. 1789. Победа русско-австрийских войск над турецкой армией в битве при Рымнике. 1839. Состоялась закладка храма Христа Спасителя в Москве. 1862. Авраам Линкольн объявил, что с 1 января все рабы отныне навсегда будут свободными. 1935. В вооруженных силах Советского Союза введены персональные воинские звания для кадрового состава армии и флота и высшее звание маршал Советского Союза. В этот день родились Анна Клевская, немецкая герцогиня, 4-я жена английского короля Генриха VIII. Майкл Фарадей, английский физик, химик, основоположник учения об электромагнитном поле. Шарлотта Купер, британская теннисистка, первая чемпионка Олимпийских игр среди женщин. Сергей Ожегов, советский лингвист, языковед, лексикограф, автор словаря русского языка. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита и Сергей. Вот такой прекрасный день. Узнали, что можно сегодня отметить, но мы хотим продолжить и дополнить немножко этот список людей. Кто родился прекрасных, замечательных людей, которые родились сегодня в этот день, 22 сентября.
И это наш коллега Руслан Ачиров. Руслан Ачиров сегодня отмечает свою юбилейную дату. Мы не будем озвучивать сколько. Вы гадайте. Вы гадаете. Можете писать в Телеграм где-нибудь под любым постом. Сделаем флешмоб, угадаем, сколько Руслану лет. Ну а мы, конечно, Руслан, тебя поздравляем, потому что, прекрасно. Прекрасный день рождения, как минимум. Я думаю, те, кто следят за нашими эфирами постоянно, знают, что Руслан Ачиров работает на телевидении уже не первый год. Ну и, конечно, это уже не просто коллега, это уже член нашей большой семьи. И мы от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Мы желаем тебе всего самого наилучшего. Ярких эмоций, побольше позитива, побольше ярких, счастливых дней. Ну и, собственно, пускай у тебя и у твоих близких все будет замечательно. Да, потому что, я не могу не сказать эту фразу, потому что это высшая награда для парня из квартала. С днем рождения! Ну а мы движемся далее. Американские дизайнеры создали одноразовую обувь. Сенсация в мире моды – это американская компания, представила революционную разработку – ботинки, сделанные из самой настоящей земли. Звучит, возможно, невероятно, но это уже реальность. Экологичный подход к производству обуви воплотился в жизнь благодаря смекалке американских дизайнеров. Они создали уникальную технологию, позволяющую превращать обычную почву в материал для изготовления обуви. Секрет прочности или ее отсутствия в новых ботинок кроется в особой смеси. В ее состав входят натуральная почва, органические волокна и смола акации, выступающая в роли природного связующего элемента. Но есть нюанс. Как оказалось, эти революционные ботинки имеют один существенный недостаток. Они разваливаются буквально через несколько минут после начала носки. Видимо, поговорка «земля, она и есть земля» оказалась пророческой. Ты знаешь, наверное, это страшнее всего — понадеяться на обувь, выйти на улицу и остаться без нее. Мне просто интересно, о чем, собственно, дизайнеры думали. Как будто бы не всегда дизайн — это про практический подход. Это больше реализация, визуализация и так далее. Но опять же вопрос: для чего? Чтобы что? Может быть, да, как для огорода, да, ты ходишь, топтаешься по грядке, пока окучиваешь, там что-то высаживаешь, они у тебя потихоньку растворяются, в почву А входят. уйти-то с грядки потом как? Босиком. Босиком? Уже в других ботинках из грязи. Там же их там же новые лепишь, да, и вот так вот перемещаешься по грядке. Кстати, хороший подход. Подходишь к грядке босиком, чтобы не портить обувь. Налепил себе, прошел какое-то время, они растаяли. Там, где растаяли, новые налепил. И вот так перемещаешься. Возможно, ты знаешь, это может, кто-то попробует, потом отпишите. Не самая большая, беда, наверное, в жизни, да, остаться без обуви. Но вот согласитесь, нет хуже ощущения, чем вернуться домой после тяжелого дня и увидеть, что ваша квартира превратилась в бассейн. Это да. Да, протечка сверху — это не простая бытовая неприятность, это стресс, испорченный ремонт и затяжные конфликты с соседями. Вот как действовать в такой ситуации грамотно, чтобы не только устранить последствия, но и гарантированно получить компенсацию? Не пропустите наш следующий сюжет, в котором эксперт-юрист даст пошаговую инструкцию для пострадавших. Доброе утро, Якутия! Жители многоквартирных домов могут столкнуться с одной неприятной ситуацией – заливом квартиры. Виновником этого зачастую могут быть не только внутриквартирные неисправные домовые сети, но и соседи сверху, а также управляющая компания или ТСЖ, сотрудники которой некачественно произвели ремонт сетей или допустили неисправность коммуникаций. Сегодня я расскажу, как действовать, если вашу квартиру затопили, как оценить ущерб и правильно разрешить ситуацию, связанную с заливом квартиры. Во-первых, при обнаружении протечки необходимо незамедлительно позвонить в аварийную службу или вашу управляющую компанию, связаться с соседями для прекращения и устранения дальнейшего залива. Важно сразу зафиксировать такое обращение и вызвать сотрудников для установления виновника залива и составления акта обследования жилого помещения. Не лишним станет и фиксация залива на фото и видеосъемку. После устранения причин залива необходимо обратиться к экспертам-оценщикам, которые проведут оценку и выдадут заключение о повреждениях жилого помещения, мебели и, возможно, даже бытовой техники. В таком заключении, помимо указания на повреждения, указывается
приходится и на стоимость для восстановления испорченного ремонта или мебели. В нее включается не только стоимость строительных материалов для ремонта, но и стоимость самих работ на выполнение ремонта, необходимых для возврата квартиры или комнаты в первоначальное состояние. Не забудьте при проведении оценки пригласить на осмотр ваших соседей или сотрудников управляющей компании. Для этого известите их телеграммой или заказным письмом за неделю до визита специалиста. Если ваша квартира была застрахована, то с заявлением о произошедшем страховом случае и подтверждающими документами необходимо обратиться в вашу страховую компанию. Если залив квартиры будет признан страховым случаем, то вам произведут выплату, которая, вероятно всего, покроет все ваши убытки. Но если квартиру вы не застраховали, то после проведения оценки необходимо обратиться с претензией к виновнику залива для добровольного возмещения причиненного ущерба. Обычно сторонам удается договориться о стоимости и сроках возмещения такого ущерба. Но в противном случае пострадавшая сторона, обычно это собственник квартиры, имеет право обратиться в суд с исковым заявлением. В судебном порядке и на основании выданного заключения о причиненном ущербе суд выносит решение о взыскании денежных средств с виновника залива. Кроме того, если решение будет вынесено в вашу пользу, с виновника также будут взысканы расходы на проведение оценки или экспертизы. Потерпевшая сторона может рассчитывать и на компенсацию морального вреда, который может выразиться в физических и нравственных страданиях, неудобствах в связи с непригодностью квартиры для проживания. Обосновать причиненные неудобства и приложить имеющиеся тому доказательства также необходимо в исковом заявлении. Размер компенсации морального вреда пострадавшая сторона устанавливает самостоятельно, а суд, в свою очередь, проверяет разумность требований и выносит справедливое решение. На этом все. До новых встреч. И если не знаете, как поступить, поступайте всегда по закону. Как же здорово, что у нас есть такие рубрики и такие эксперты. Ведь рекомендации специалистов в определенной области помогают людям решить сложные вопросы, повышают уровень знаний и помогают избегать распространенных ошибок. Следующий материал будет полезен всем, от мала до велика, потому что тема мошенничества сегодня актуальна как никогда. Доверенность они сами нарисовали и прислали вам на мейл, а вы подумали, что она настоящая. Очередная жертва, поверившая в уловку с фальшивой доверенностью и пытавшаяся спасти свои деньги, недоумевает, откуда мошенники могли знать о том, что в их доме собираются менять домофон. Только сейчас она поняла, что для тех, чьим заработком является обман, достать такую информацию – часть работы. Это они назвали мой адрес и сказали, что придут менять мне домофон. И для этого я должна продиктовать им смс-код. Я его назвала, и после этого мне с обычного номера телефона пришло сообщение о том, что мой личный кабинет в этой госуслугах взломали, и там был указан номер, на которых нужно срочно перезвонить в службу поддержки. Я им позвонила, мне ответил мужчина. Он сказал, что мои данные находятся у беженца из Украины, который через мой личный документ оформил доверенность на мое имущество. Они мне отправили на мейл эту доверенность. Потом позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга, сказал, что надо срочно спасать мои деньги. То, что жертвы сами звонят мошенникам, позволяет тем обходить систему безопасности банков и операторов сотовой связи, поскольку те рассчитаны на то, чтобы блокировать подозрительные входящие звонки. Поэтому очень важно всегда перепроверять официальный номер организации и перезванивать только на него. От финансовой грамотности перейдем к грамотной речи. Умение говорить красиво – это ценнейший дар. Он помогает человеку производить впечатление, добиться своих целей, легко адаптироваться к любой ситуации. Искусство красиво и образно говорить встречается все реже, а ведь правильная речь имеет почти магическое действие и очень сильно влияет на качество жизни. Давайте говорить правильно. Доброе утро, дорогие телезрители! А знаете ли вы, что такое кодификация? Строго говоря, кодификация – это термин юридический, который обозначает процесс упорядочивания и систематизации информации, знаний или правовых норм для того, чтобы создать новый,
структурированный и организованный документ. Но кодификация есть не только в области права. Существует также кодификация языковых норм. Норма считается кодифицированной, если она закреплена в словаре, справочнике, ну или хотя бы в школьном учебнике. Надо сказать, что сам процесс такой регулярной, постоянной, системной кодификации возник в русском литературном языке только в прошлом 20 веке. До этого нормы усваивались лишь в процессе речи. При этом образцово-грамотной, правильной считалась речь москвичей в третьем поколении. И не любых москвичей, а только образованных москвичей. Эту мысль активно поддерживал создатель 4-томного словаря русского языка Дмитрий Николаевич Ушаков. Если мы с вами вспомним о произношении, таком московском, то некоторые произношения некоторых слов нам покажутся немного странным. Например, сливочное масло или грешневая каша. Такое произношение принято называть старомосковским. И во время нашей следующей встречи мы с вами поговорим о тех нормах, которые нам достались в наследство от этого самого старомосковского произношения. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Максимальный микрозаем, доступный для малого и среднего бизнеса, может быть увеличен до 15 миллионов рублей, что откроет новые возможности для тех, кому не хватало финансирования от микрофинансовых организаций. Об этом рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Речь идет о новых возможностях для более крупных компаний, для государственных и муниципальных фондов. Лимит в 5 миллионов рублей пока сохраняется. Россияне смогут получать часть социальных выплат в цифровых рублях с 1 октября текущего года. Внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс начнется с ограниченного перечня расходов федерального бюджета. Этот шаг позволит протестировать новую систему на небольшом масштабе и избежать возможных сбоев при массовом переходе. Использование цифрового рубля будет максимально простым. Доступ через мобильное приложение банка, возможность переводов и оплат, а также мгновенная конвертация в наличные. Более 270 вопросов отправили якутяне на прямую линию с Айсеном Николаевым. 101 вопрос поступил через колл-центр, 171 через телеграм-бот. Больше всего обращений зафиксировано из города Якутска, затем следуют Нерюнгринский и Алданский районы. Наибольшее часто встречаются темы, связанные с переселением из аварийного жилья, строительством объектов, транспортом и дорожным хозяйством, благоустройством ЖКХ, здравоохранением, образованием и социальными выплатами. Эфир начнется 27 сентября в 19 часов. В Якутске прошел республиканский слет школьников. В мероприятии приняли участие свыше 200 ребят из разных районов. Центральной темой встречи стало развитие детского движения «Кюнь», объединяющего активистов, создающих якутскую языковую среду в своих школах. Сегодня движение охватывает 14 районов республики. На слете школьники обсудили планы на предстоящий год, обменялись опытом и представили новые инициативы по продвижению родного языка и сохранению национальной культуры. Дети придумали название «Кюнь» и придумали в целом стратегию, что в каждой школе должна быть группа активистов, детей-лидеров, да, и они должны передавать младшему поколению ценность якутского языка, да, и в целом создать новую культуру говорить на родном языке между собой в обычной жизни. Якутск с 26 по 28 сентября примет всероссийские соревнования по танцевальному спорту, в которых примет участие свыше 220 спортсменов из 23 регионов страны. Известный эксперт в области танцевального спорта Константин Каспер высоко оценил значимость предстоящих соревнований. Он посетил Якутск много лет назад и до сих пор хранит теплые воспоминания о городе. В настоящее время эксперт находится в Ленске, где проходят сборы для якутских спортсменов. Он рассказал о серьезной подготовке участников к соревнованиям.
5 медалей завоевали якутские кикбоксеры на Кубке мира. Золотую медаль Кубка мира принес лидер команды Михаил Иванов. В Беларуси завершились финальные поединки Кубка мира по кикбоксингу среди мужчин. В составе отечественной сборной успешно выступили спортсмены из Якутии под руководством Андрея Алексеева. Лидер сборной Михаил Иванов уверенно завоевал золото кубков в весовой категории до 71 килограмма. В финальном бою его соперником был россиянин Ислам Лаварсанов. Также было завоевано 2 серебряные медали. Их обладателями стали Михаил Слепцов и Тимофей Сивцев. Такими были новости к этому часу. До встречи в эфире. Представьте себе утро, когда вы просыпаетесь, а воздух вокруг наполнен вашим любимым ароматом. Он сопровождает вас весь день, создавая особое настроение и оставляя незабываемый след в памяти окружающих. Но как найти именно свой идеальный парфюм? И почему одни ароматы словно созданы для нас, а другие категорически не подходят? Сегодня нам об этом расскажет российский парфюмер, президент парфюмерной компании Павел Попов и аромастилист Ольга Надеинская. Доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала позволь отметить, да, вот очень интересно у вас профессии, да, как бы редко встретишь, да, вот парфюмер и аромастилист. Поэтому нам с вами будет очень интересно пообщаться. Я думаю, телезрителям также будет как минимум интересно, а как максимум полезно, да, эта информация. Павел, Ольга, давайте начнем с самого главного. Как понять, что аромат нам действительно подходит? Ну, во-первых, аромат, любой аромат, это раздражитель. Он раздражает рецепторы, и сигналы поступают непосредственно в головной мозг. И если вы постоянно будете себя раздражать, то это не очень хорошо. Поэтому аромат, который вы перестаете чувствовать в течение 5-10 минут, и является приемлемым для вас. Окружающие будут его слышать, но вы не должны постоянно чувствовать аромат. Это будет некомфортно и непродуктивно. То есть парадокс такой. Да, но еще и дополню, что вот это раздражение, оно должно быть приятным. То есть если вы испытываете положительные эмоции, вам нравится аромат, у вас улучшается настроение, какой-то такой подъем энергетический, то, конечно, носите этот аромат с удовольствием. То есть при этом как бы любой аромат абсолютно вообще окружающий нас, будь то парфюм, не парфюм, это всегда раздражитель. Ну, в эмоциональном плане, да. То есть он должен нас к чему-то побуждать. То есть не должно быть ровно. Ну, тогда, получается, это и есть основной фактор при выборе парфюма. А на что еще нужно обращать внимание? Вообще, вот люди стремятся найти свой единственный, неповторимый аромат, который вот подходит мне, и я с этим ароматом буду потом всю жизнь им пользоваться. Это неправда, этого делать не нужно. Но мы же вот приехали к вам, например, в Якутию в гости, да, мы попробовали и оленину, и строганину, и рыбу. Мы же не ели только одно блюдо. Зачем пытаться найти, собственно говоря, один аромат? Это неправильно, непродуктивно, и не нужно искать один аромат в своей жизни. Нужно пробовать и экспериментировать, и быть, в общем-то, таким... Не бояться этих экспериментов, потому что мы же логично меняемся в течение жизни. То есть вот с утра мы одни, да, днем у нас может поменяться настроение, или мы можем сменить сферу деятельности в течение жизни. Мы можем поменять регион проживания, у нас может меняться настроение, особенно, конечно, этому подвержены девушки. Девушки, да? Да. Ну вот сейчас, наверное, такой примитивный будет вопрос, ну а как правильно наносить парфюм? Потому что вариаций много, да? Да, на самом деле вариаций действительно много, но вот как скажет Павел Владимирович, что это, конечно же, теплые точки, теплые участки, но и здесь зависит от того, какая цель, когда мы наносим аромат. То есть если мы хотим его чаще слышать, то это будет зона близкая к нашему носу, это шея, не за ушами, а вот шея. Часто пишут, что за ушами, но нет, это вот пульсирующие точки на нашей шее, а лучше сбоку. И если мы хотим отдалить аромат, мы наносим его ниже, потому что аромат, согреваясь на нашей коже, поднимается снизу вверх. Вот. Также можно ароматы миксовать таким образом. А запястье? А запястье — это в основном тестовая зона. То есть так мы пробуем аромат, это такое первое знакомство. Вроде как бы он не сильно нас раздражает
тогда, когда он находится близко, но в то же время мы здесь можем логично дотянуться. И опять же уже при контакте с кожей почувствовать, потому что, в принципе, при контакте с кожей тоже может произойти некий метаморфоза аромата. Конечно, 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 да, потому что кожа является непосредственным участником ансамбля звучания вот парфюмерной композиции. И от того, какая ваша кожа, насколько она теплая, насколько жирная, ароматы будут звучать совершенно по-разному. Вот говоря, вот вы сказали, что тестовая зона, то есть, ну, скажем так, зона примерки аромата, это у нас запястье. Какие-то еще есть тонкости именно вот при знакомстве с ароматом, при его примерке, какие-то еще тонкости, нюансы, которые нужно учитывать, чтобы, ну, полноценно оценить вот аромат? Да, конечно, есть. То есть начинаем мы тестирование с блоттера. Это неживой материал, так скажем. То есть это либо ткань хлопчатобумажная, либо какая-то марлевка, либо это, ну, чаще всего блоттер. Мы видим эти полоски пористой бумаги в магазинах, на него наносим аромат и, соответственно, слышим. Если нам аромат нравится, мы его наносим уже на запястье. И желательно не торопиться. Вот нанесли, сразу такая первая эйфория, нравится, нравится, хочу, хочу. Но лучше с этим ароматом походить, пожить. Или, как говорят классики, провести с ароматом ночь. И тогда уже убедиться, что он вам действительно подходит. Ну и сейчас такой, может быть, уже такой вопрос конкретно к профессионалам, да, какие ароматы в моде, что сегодня в тренде, да и вообще есть ли понятие сегодня мужской и женский аромат? Ну, во-первых, у аромата нет пола, да, то есть это придумано маркетологами для того, чтобы больше продавать. Понятно, есть какие-то предпочтения мужчин, предпочтения женщин, но так, в общем, вот мужского аромата, женского, его, по нашему мнению, опять же, не существует. Ну а что касается трендов современных, вот аромастилист ближе. Расскажи, да? Да, на самом деле вот мода циклична, собственно, как и в одежде, и ароматы мы так же, как и одежду, носим. По сути, мы не душимся, да, то есть нет такого определения, оно скорее больше такое общенародное. Вот. А есть определение профессиональное, носим ароматы. И на сегодняшний день, ну, в тренде, например, ароматы, конечно же, которые близки, например, вашему региону, это ароматы сладкие, но уже сладость воспринимается скорее не как кондитерская, а скорее как атмосфера. То есть создание какой-то атмосферы, например, образ продорого. Хорошо. Ну и в целом, какие бы советы вы дали тем, кто только начинает знакомиться с миром парфюмерии? Ну вот, вкратце. Вкратце, смотря с какой целью. Если пользоваться, то надо как можно чаще наносить разные ароматы, слушать, получать эмоции, впечатления, потому что прежде всего парфюм — это эмоции. Ну а те, кто хотят стать парфюмерами, ну, это отдельный совет. Возможно, набраться терпения, там что-то вот где-то рядом ходит. Возможно, набраться терпения, возможность выделить на это существенное время в своей жизни, ну и, в общем, все получится. Спасибо большое за такую интересную, полезную информацию, ну а самое главное за эти ароматы, которые мы сейчас ощущаем здесь у нас в студии. Спасибо большое. Спасибо вам. И вам спасибо. Вот. Но парфюм — это не просто приятный аромат, а отражение характера и внутреннего мира в том числе. Кто-то выбирает его осознанно, кто-то на уровне интуиции, но в любом случае аромат может многое рассказать о человеке. Оказывается, существует даже парфюмерный гороскоп, где каждому знаку в зодиакальной системе соответствует определенный спектр ароматов. Интересно, надо бы посмотреть побольше информации на эту тему, а вот что звезды сулят нам на этой неделе, узнаем далее. Овен. На этой неделе у овнов появится много энергии и решимости. Уделите внимание работе. Именно сейчас можно добиться хороших результатов. В личной жизни возможны приятные сюрпризы, но избегайте конфликтов с близкими. Телец. Для тельцов это время стабильности и гармонии. Хороший период для укрепления семейных отношений и отдыха. В финансовых вопросах лучше воздержаться от рисков и крупных покупок. Близнецы. Неделя благоприятна для общения и новых знакомств. Возможно появление интересных идей и творческих проектов. Следите за здоровьем, уделяя внимание отдыху и правильному питанию. Рак. Ракам стоит сосредоточиться на домашних делах и заботе о близких. Возможны неожиданные новости, которые изменят планы. Постарайтесь сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений. Лев.
Неделя обещает быть активной и насыщенной событиями. Львы смогут проявить лидерские качества и добиться признания. В любовных отношениях возможны страстные моменты, но избегайте излишней ревности. Дева. Девам стоит обратить внимание на детали и планирование. Это подходящее время для завершения старых дел и подготовки к новым начинаниям. Будьте внимательны к мелочам, особенно в работе и финансах. Весы. Для весов наступает период гармонии и баланса, особенно в личной жизни. Возможно появление новых интересных знакомств. На работе проявляйте дипломатичность. Это поможет избежать конфликтов. Скорпион. Скорпионам стоит быть готовыми к переменам. Неделя может принести как вызовы, так и возможности для роста. В финансах будьте осторожны. Избегайте необдуманных трат. Стрелец. Стрельцам пора проявить инициативу и смелость. В профессиональной сфере возможны новые перспективы. В личных отношениях важно быть честным и открытым, чтобы избежать недопонимания. Козерог. Для козерогов эта неделя – время упорной работы и саморазвития. Стоит сосредоточиться на достижении целей и не отвлекаться на мелочи. Здоровье требует внимания. Не забывайте про отдых. Водолей. Водолеи почувствуют прилив творческой энергии и вдохновения. Наступает хороший период для занятий хобби и общения с друзьями. В финансовых вопросах проявляйте осторожность и избегайте рисков. Рыбы. Рыбам стоит начать доверять своей интуиции и быть внимательными к своим эмоциональным состояниям. Неделя подойдет для духовного развития и самоанализа, а в отношениях возможны важные разговоры. Вот таким было утро понедельника. Мы завершаем наш утренний эфир. Не прощаемся. Увидимся в это же время завтра на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Да, желаем вам хорошего дня, отличного настроения и просто будьте радостны и счастливы. Увидимся завтра. Всем доброго утра и хорошего, прекрасного утреннего настроения. Ну и самое главное, не забываем о том, что на улице у нас гололед.